Всем привет, меня зовут Анна Тургалей. Сегодня мы с вами поговорим про поступление на магистратуру, и я еще немного расскажу про стипендию Балашах. Немного о себе. Я закончила НУ в 2020 году по специальности Mechanical Engineering, и с 20 по 21 год я обучалась по программе Балашах в University of Warwick по специальности Engineering Business Management. Этот слайд, чтобы вы имели представление, что будет покрываться в этой лекции. Важно отметить, что я не буду детально объяснять каждый процесс. Лекция будет больше сфокусирована на демонстрацию, демонстрацию процесса поступления. Поэтому вся информация будет более общая, general. И состоит она из 3 частей. Первое, мы поговорим про подготовку, то есть как выбирать программы, университеты, экзамен, что вам нужно знать перед тем, как подавать документы. Потом вкратце поговорим про подачу документов. И последнее я расскажу про Балашах. Во-первых, подготовка. Я готовила, перед тем, как я поступала на магистратуру, у нас в дебатном клубе «Номад» наши аламники проводили нам лекции, и они тоже говорили про поступление на магистратуру, и я следовала тому по их совету. То есть что они нам советовали? Они говорят, составляйте лист университетов и лист стипендий. Как вы видите, это примерный пример, то есть что вам нужно учесть, когда вы будете выбирать. Например, составляете лист университетов, указываете страну, университет, потом на какую программу вы подаете, major, потом requirements, то есть если там GPA вам хватает, не хватает, IELTS тоже балл какой нужен. Дедлайн подачи, чтобы вы примерно ориентировались. И еще одна из важных колонок, то есть почему вы реджектнули этот универ, почему он вам не подошел. Обязательно напишите почему, потому что если вы будете искать и разбирать очень большое количество универов, будете путаться, будете не понимать, почему я не подаю сюда, почему я решила не подавать. Поэтому укажите, чтобы вы точно знали, потому что, например, GPA не подходит и так далее. И ссылку, чтобы вам было удобнее сразу зайти, посмотреть application process и нужные документы. Потом следующее, и как вы будете составлять этот лист. Это опять-таки очень time-consuming процесс. Вам нужно будет, например, начните как стартовые, для начала откройте этот топ-ранкинг университетов и смотрите там топ-100, топ-200, то есть примерно выписывайте оттуда университеты, в которые вы хотели поступить, и уже дальше, в зависимости, может, у вас уже будет какая-то картинка в голове, все-таки я больше хочу в эту страну, или все-таки больше хотелось бы туда, и будете дальше искать, дальше пополнять этот лист. Про сколоршипы и похожий процесс, похожая логика. Указываете страну, что за scholarship, потом указываете, насколько он покрывает, потому что, к сожалению, большинство стипендий могут не покрывать полностью все ваши расходы. Посмотрите, то есть насколько она вам будет хватать, насколько вы можете финансово себе позволить. Например, если они покроют половину, сможете ли вы покрыть остальную половину. Также требования, чтобы вы знали, то есть, что конкретно от вас хотят, дедлайн, и также почему не подошло, и ссылку. В этом слайде примерный лист некоторых стипендий. Это, конечно же, не все, это очень малое количество, есть намного больше, но это для ознакомления это одни из самых популярных, распространенных стипендий. То есть первое, например, Erasmus Mundus, она очень хорошая, потому что у нее стипендия хорошая, ежемесячная,
И они, ну, то есть покрывают тоже большую часть расходов, если не ошибаюсь. Единственное, что может вам не понравиться в этой стипендии, это то, что, ну, например, я когда подавала, я искала engineering management, хотела, ну, поменять свою специальность. Там не было engineering management, там специальности были более какие-то очень специфичные. Поэтому посмотрите, выберите, если вам что-то там понравится, обязательно подавайте. В общем, примерно нужно заходить на вот сайты этих стипендий, смотреть все условия, смотреть, насколько это вам подходит. Все, конечно же, очень индивидуально. Поэтому, например, некоторые могут требовать опыт работы, а вы, например, только выпускаетесь. Или вот, например, насколько я помню, Invest Your Talent in Italy, они требовали уже диплом при подаче документов. А, например, я диплом получаю только летом. И я не могла подать. Поэтому такие нюансы тоже есть, тоже учитывайте. И помимо вот этих всех стипендий, тут вы видите, подаете больше на стипендию. Дальше я не знаю, как там вроде выбираете универ, или там уже есть, или при подаче на стипендию вы уже выбираете универ. Подача может отличаться. И еще помимо этого есть большое количество стипендий самих университетов. То есть вам надо будет заходить на сайт университета и смотреть, то есть если у них там какие-то scholarships, которые смогут вам покрыть какую-то часть или большую часть. Поэтому когда вы будете смотреть универы, также смотрите вот этот financial support. Вкратце про экзамены. IELTS, скорее всего, вам будет нужен, поэтому рассчитывайте, что вы будете его сдавать, потому что очень большое количество программ требует IELTS. Нужно регистрироваться пораньше, насколько вы можете, потому что, скорее всего, вы уже знаете, что места заполняются очень быстро, поэтому если вы не хотите пропустить какие-то дедлайны, лучше сдавать пораньше. В идеале, конечно же, чтобы это все у вас потом не накладывалось с учебой во время первого семестра, лучше, наверное, сдать летом. Чтобы вы подготовились еще, то есть, опять-таки, зависит от вас, как вам удобнее. Насчет GRE, GRE не обязательно сдавать. Многие, например, могут не сдавать и также поступать на разные программы. Но если вы хотите в Америку, там, насколько я знаю, большинство университетов требует. Канада, возможно, тоже. И еще итальянские университеты. Есть, например, некоторые сколоршипы, например, в Политехнику ди Торино. Там у них есть стипендия, которая требует GRE, и там они указывают минимальные баллы, которые нужны, чтобы подать на эту стипендию. Поэтому можете также вот ради итальянских вузов, если есть там, куда вы хотите подать, тоже нужно сдавать. Опять-таки, выбирайте дату экзамена в зависимости от того, когда дедлайн. Лучше пораньше, потому что в случае, вдруг вам нужно будет пересдавать, поэтому лучше перестраховаться, сдать пораньше, и в случае, если немного баллов не будет хватать, еще подготовиться, еще сдать, и чтобы успеть подать вот эти баллы. Потом, например, и вот насчет дедлайнов, например, самые ранние дедлайны в мой год, 19-20, 20 я же заканчивала, например, DAAD уже в октябре 2019 года у них был дедлайн, самый ранний. Вроде в Америку, кажется, какое-то количество вузов, они вот до конца декабря принимают. Некоторые есть, которые позже. Поэтому, видите, лучше всего заранее, не точно, конечно же, определиться, но более-менее определиться, куда вы хотите поступать, примерный дедлайн, чтобы уже успеть, зарегистрироваться, подготовиться. И насчет подготовки не могу, конечно же, сказать, что нужно там, например, 2 месяца или месяц хватит. Опять-таки зависит от вашего уровня. Если вам нужно больше подготовиться, конечно же, готовьтесь.
И последнее про расходы. IELTS я посмотрела вот недавно, сейчас примерно стоит вот 64 тысячи, а GRE примерно около $200. Поэтому имейте в виду. И вкратце про мотивационку. Опять-таки, большинство университетов требует мотивационное письмо, поэтому вы, скорее всего, будете его писать. Немного расскажу про структуру. Она в основном состоит из 4 частей. Introduction, потом рассказываете про свой experience, про свой background, почему вы подаете именно на эту программу, именно этот университет, и ваши будущие планы. То есть, например, в первой части вы говорите, например, я, Дана Тургалей, обучаюсь в Назарбаев университете на последнем курсе, по специальности Mechanical Engineering, я хотела бы поступить на вашу программу, бла-бла-бла. То есть такое вот немного бэкграунда, не надо прям полностью сразу говорить, то есть про ваши пейперы и так далее, просто generally. Потом во второй части вы будете говорить, например, я работала над такими-то проектами, мой капстон про такой-то, мои интересы такие-то. То есть показываете, что, например, мне интересно, например, mechanical engineering, он обширный, и вы выбираете что-то оттуда. И, скорее всего, когда вы будете выбирать специальность, вы будете говорить, я эту специальность выбрала, потому что, например, у меня проект был такой, и меня это заинтересовало. Например, меня больше интересует sustainability. То есть как-то так будете говорить, вот, например, меня интересует sustainability, и, например, у меня есть вот paper published по sustainability. И вот рассказываете про то, что у вас есть. Может, не только academic experience. Например, из-за того, что у меня был engineering management, я еще говорила про организацию дебатных турниров, про то, что вот менеджмент часть, я говорю, вот менеджмент меня заинтересовал именно в эти моменты, когда я организовывала. Я хочу, больше знать про компании, про их структуру и так далее, помимо инжиниринга. Поэтому и вот эти 2 экспириенса говорите, и дальше вытекает почему вы подаете на эту программу. И говорите, вот я подаю на эту программу, потому что вот у меня есть такой-то, такой-то опыт, из этих опытов я получила, у меня появилась заинтересованность, я хотела бы, например, получить теорию по менеджменту, то есть знать больше, потому что, например, при организации тех же турниров просто следуешь какому-то процессу, но не понимаешь все теории за этим процессом. Например, так. И про университет тоже. Не только про специальность программ, но еще и про университет говорить. Например, ваш университет является топовым именно, например, в этой сфере. Или можете даже сказать, что есть какой-то профессор, у которого есть, например, паблишнута какая-то работа, и я бы хотела с ним работать. То есть это покажет, что вы искали, что вы прям конкретно выбрали этот универ, и покажет вашу заинтересованность. И последнее, будете говорить, вот, например, я после того, как я отучусь у вас, что я буду делать? Будете говорить, например, я хочу дальше эти знания использовать в своих планах. Конечно же, даже если у вас нет этих примерных планов, и никто потом не сможет проверить, насколько вы следуете своим плану или нет, но это просто показывает, что у вас есть какие-то конкретные цели примерно сейчас, что вы уже знаете, чего вы хотите. Для этого вы пишете, вот, потом в дальнейшем я буду контрибьютить так-то так. Чтобы, да, и вот так вы показываете. Следующее. Теперь сам application процесс. Очень вкратце, потому что тут вот вы, например, посмотрели, поискали, разобрались в этих всех программах, университетах, уже примерно понимаете, куда вы можете подать, куда вы хотите подать. Смотрите, собираете все нужные документы, и вот подача самих документов, например, она может быть онлайн, либо они могут потребовать у вас отправить документы почтой.
вот если они будут вас требовать отправлять почтой, имейте в виду, что есть еще вот расходы с этим связанные. Старайтесь, конечно же, выбирать, не выбирайте что-нибудь прям самое дешевое, вдруг оно не дойдет. Поэтому поспрашивайте у тех, кто уже подавал, кто уже подает, какими вот этими компаниями, сервисами они пользовались, сколько примерно будет стоить, потому что вот опять-таки зависит от того, куда вы отправляете, зависит от того, из какой компании. Например, я отправляла в Милан по DHL. Там, кстати, вот есть скидка для студентов Назарбаев университета. Точно не помню, сколько, где-то около 20-30 тысяч уходит. И это там всего лишь, типа, несколько документов, чтобы подать. Поэтому вот это стоит иметь в виду. И, например, еще помимо этого есть некоторые университеты, которые требуют application fee, чтобы просто рассмотреть ваши документы. Конечно, есть и универы, большинство у которых нет этого фи, есть те, у которых есть. Например, в Уорвике вот было около 60 фунтов. Из-за того, что там онлайн, вы там же на сайте оплачиваете, в принципе, именно в моем кейсе было несложно. И вот еще один момент. Если вы, например, подаете по Булашаку и хотите, например, подавать в Великобританию, не стоит, на мой взгляд, не стоит подавать большое количество университетов, где есть вот этот application fee, потому что, если этот универ топовый, и он есть в этом списке Балашака, большинство универов все равно берут студентов. То есть там не так, что вас никуда не возьмут, и поэтому надо побольше подавать. Вы же подаете побольше, чтобы увеличить свои шансы, а там шансы уже нормальные. Поэтому не стоит тратиться на то, чтобы подавать большое количество программ. Лучше, вот именно в кейсе Балашака. В других кейсах, конечно же, лучше увеличивать свои шансы. Но тут я считаю, что шансы уже нормальные. Подайте, например, в 2-3, в 1-2. Я, например, только в Warwick подавала. А остальное у меня было в Италию подавала, не по Балашаку. Поэтому да, и еще там дедлайны достаточно поздно заканчиваются. Например, вот в Великобританию конец июля был для Уорвика. В общем, видите, до лета примерно сможете подавать, и уже вы будете видеть, там, когда вам conditional letter отправят, можете дальше не подавать. Так, и еще после того, как, например, вы уже подали все документы, ждете ответа, иногда бывает так, что вам, например, отправляют conditional letter. В большинстве случаев он conditional, потому что у вас еще диплома нет на руках. И они будут требовать у вас депозит, чтобы вы подтвердили свое место. Типа, я вот точно к вам поступаю, поэтому депозит. Этот депозит стоит около, например, в Уорвике было около 1500 фунтов. Очень много, 800, да, где-то так. Выходило в тенге около 800 тысяч. Большая сумма, поэтому сразу пишите им, говорите, что вот у меня, например, стипендии пока еще нет, я не могу ее оплатить, можно ли дедлайн продлить. В большинстве случаев вот университеты продлевают дедлайн. Мне вообще вот в Warwick, где они сделали waiver, сказали, ты подаешь по Балашаку, тогда окей, не плати, потом просто нас уведоми, как получишь стипендию. Я вообще не платила. Поэтому вот этот момент обязательно скажите, и еще не нужно платить самим заранее, потому что, и вот именно в случае Булашака, потому что Булашак, он покрывает все ваши расходы после присуждения стипендии. А если вы, например, заплатили и еще не получили стипендию, они это покрывать не будут. IELTS, например, они не покрывают, потому что вы его сдавали до того, как поступили. И вот именно вот по этой логике вам нужно просить продлить и посмотреть дальше уже по ситуации. Вам продлят, не продлят, может, другой универ подадите. В общем, имейте это в виду.
Следующее. Теперь про Балашак. В мой год, конечно же, application, вот этот процесс весь очень сильно поменялся по сравнению с предыдущими годами. И вот в прошлом году, то есть в этом году было так же, как и в прошлом. Единственное, у нас подача документов началась очень поздно из-за коронавируса, из-за того, что вот они меняли все свои правила. В этом году, вот видите, что подача документов началась вот в мае и сейчас до сих пор идет до конца октября. Подают несколькими потоками. Например, в наш год я подавала в первом потоке, там было около 100 человек. Всего на наш весь год выдавалось 500 стипендий. И условно там где-то, получается, 4 потока или где-то так. Ну, вот в зависимости от того, как у них там набирается количество аппликантов, они начинают дальше процесс. Вся информация про идею про Балашах есть у них на сайте, прям полностью все требования, все нюансы вот эти. Если будет интересно, можете дальше посмотреть. Но я расскажу вот основные моменты. Если раньше можно было подавать через общий конкурс, сейчас это убрали, и поэтому, когда вы будете подавать на Балашах, у вас уже должен быть unconditional letter в руках от университета. Будете вот, подавать документы и говорить, вот меня приняли, и вот хочу сюда. Вот это вот первый момент, важный момент, поэтому... и еще без диплома тоже не получится подать. Вам, да, ну и unconditional letter вам дают только в случае, когда вы отправляете диплом. Отправляете диплом сначала в университет, говорите, вот мой диплом, дайте мне unconditional letter, мне нужно срочно отправить Балашак. Они вам отправляют unconditional letter, потом с этим же дипломом сдаете документы в Балашак. Дальше, и вот важный момент, это, видите, если вы уже заранее будете рассматривать Балашак, то вам нужно обязательно ознакомиться со списком их вот этих рекомендованных университетов и специальностей, потому что не все специальности там есть у них в списке. Вот посмотрите обязательно, есть ли ваша специальность, и посмотрите университеты. Вообще они вот этот список университетов формирует, смотря на примерно топ-100 университетов, вот этот топ-ранкинга. Поэтому они его меняют, насколько я понимаю, каждый год, или не каждый год, в общем, периодически они его меняют, но ориентируйтесь на этот топ-100. Вот если ваш универ там есть в их списке, и ваша специальность тоже подходит, тогда уже можете дальше рассматривать. Что еще они требуют? Они, кстати, убрали вот эти вот все конституционные тест на Конституцию, тест на знание истории Казахстана. Это все вот в наш год убрали, 2020 год. И сейчас требуют только вот казахский язык, уровень B1 сертификат. То есть вам нужно, там не будут они проводить этот тест, вам нужно уже этот сертификат в пакете документов положить. Регистрируйтесь там заранее, там есть вот этот вот национальный центр тестирования, стоит тест около 5000 тенге. Да, и вот сдаете его, потом, и еще один важный момент, последний, вот если будете рассматривать Балашак, обязательно посмотрите, насколько у вас есть залог, потому что будет обидно, если у вас есть, например, все документы на руках, но вы не сможете оформить, заложить имущество, и, они просто не подпишут договор. Залог – это примерно недвижимость, которая должна быть чистой, она не должна быть там в ипотеке, она не должна быть заложена уже в банке. Должна быть чистая квартира, и потом вы делаете оценку этой квартиры, или не обязательно квартира, может быть дом, может быть земля, то есть любая недвижимость. Делаете оценку, оценка – это, вы заказываете у людей, есть люди, которые собирают документы, это все делают сами, просто вот эти вот оценку потом относите в Балашак. И вот эта вот стоимость недвижимости, она должна полностью покрывать стоимость вашего обучения. Стоимость обучения входит вся вот эта ваша стипендия в течение
года или 2, в зависимости, куда вы подаете. Вот стипендия, потом непосредственно вот этот tuition fee, то есть за обучение, и перелеты туда и обратно. Вот это вот все основные моменты. Остальное я не знаю, как они это считают. Там у них финансовый отдел все это сами посчитает, и вот он смотрит, хватает, не хватает суммы. Но короче, есть еще альтернатива. Если у вас нет недвижимости, то есть гаранты. Гаранты – это люди до 50 лет, которые в последний год у них работали, у них есть непрерывная пенсионка. В мой год с этим были проблемы, потому что из-за ковида люди некоторые перестали работать, у них пенсионка как-то прервалась, и уже большинство людей у меня отлетало. Думаю, в этом году или в последующие годы уже таких проблем возникнуть не должно. В случае, если нет недвижимости вообще, то это 5 человек, и дальше уже там зависит, насколько вы там покрываете вот эту вот стоимость обучения. Если там на 70%, то вроде 1 человек. В общем, все есть на сайте, примерно так. Вот есть вот эти люди, но эти люди, они, кажется, типа несут за вас ответственность в случае, если вы не сможете закончить, не сможете отучиться, они будут типа нести ответственность за финансовое или, в общем, как-то так. Вот, поэтому перед Балашахом, когда вы будете рассматривать Балашах, вот обязательно вот нужно насчет этого залога прям разобраться, есть он у вас или нет, хватает у вас все или нет, хватает, когда дальше будет. И вот вкратце плюсы и минусы для меня, это личное мнение. Во-первых, я считаю, что вот Балашах одним из огромных плюсов является то, что он дает вам возможность обучаться в топ-университетах. Зачастую, например, в той же Великобритании очень мало стипендий. Вот у меня были одногруппники, у них даже если и была стипендия от университета, она покрывала всего лишь 50% обучения. Возможно, опять-таки зависит от университета, если где-то есть какие-то стипендии, они могут быть highly competitive, то есть шансов поступить в этот топ-университет, конечно же, есть, но Балашах дает вам как-то типа больше возможностей поступить. Следующее, то, что Балашах, не highly competitive. Вероятность того, что вы получите стипендию, достаточно высокая. Почему? Потому что, вот, например, наш год, первый поток, там нас было где-то 100 с чем-то человек, 110, 120, где-то так. И потом, вот после всех вот этих раундов, они, когда объявили список стипендиатов, там видно, кто поступил, количество человек, и там не поступило только 8 из 100 с чем-то. То есть шансы достаточно большие. Следующий плюс – это то, что они полностью покрывают все расходы. Стипендия, например, конечно же, зависит от страны, зависит от города. Например, в Великобритании около $1900 в месяц. Полностью вам хватает и на то, чтобы проживание оплатить, полностью вам хватает и на то, чтобы питание, покушать, транспорт, даже путешествовать, можете даже накопить, то есть на все хватает. Помимо стипендий, они оплачивают визу, страховку, они еще оплачивают все ваши перелеты, перелеты, то есть туда и обратно. Но если вы там в течение года будете сами летать, это, конечно же, не покрывается. В Казахстан, то есть на место обучения и обратно. Что еще они покрывают? Да, вот большую часть расходов они полностью покрывают, даже ПЦР покрывает. Например, если вам, чтобы вернуться в Казахстан, Казахстан требует ПЦР, они вам его возместят. И последний плюс, они очень быстро
но они даже если не всегда прям супер быстро, но они всегда очень хорошо отвечают на ваши вопросы, на ваши какие-то проблемы, они все решают, все очень responsive. То есть в случае, если у вас возникнут какие-то проблемы, всегда можете обратиться. Они вам скажут, обратитесь в этот отдел, обратитесь там финансовый, еще куда-то туда. Все понятно. Вы не будете там переживать, нервничать, что непонятно, что, и время идет. Они вам все быстро-быстро сделают. Очень хороший вот у них вот этот сервис. Например, вот в наш год мы стипендию получили только в середине сентября, потому что, все же очень затянулось, а учеба начинается уже 5 октября. И вот этот весь договор, чтобы подписать, они принимали, подписывали достаточно быстро, старались идти на встречу, помогали, чтобы мы успели уехать. Вот, вот я считаю, что вот это один из огромных плюсов, потому что вдруг, например, если есть какие-то другие государственные стипендии других стран, они вам могут, например, не ответить или поздно ответить. То есть тоже имейте в виду. И так, теперь минусы. Вот, да, единственное, для кого-то, конечно, это опять-таки ситуативно, для кого-то минус, для кого-то нет, но все равно, то есть он и есть. Это то, что после того, как вы завершите обучение, вот, например, там у вас если академическому календарю указывается, что у вас учеба с 5 октября по 4 октября, вот вам дается месяц, и вот до 4 ноября вы должны, вернуться в Казахстан. И поэтому из-за этого, если вы, например, хотите где-то остаться, постажироваться там же, или немножко поработать, чтобы получить опыт, у вас не получится. Есть, конечно же, возможность остаться там, но это вы сможете отрабатывать в другой стране, а не в Казахстане, только если вы будете там работать на компанию, акции чьих есть у Казахстана, или, в общем, скорее всего, это казахстанские компании. Можно, конечно же, туда поступить, но найти будет немножко сложновато, но есть такая возможность. И второе, и вам нужно будет отрабатывать вот по специальности. Вы не сможете отучиться на инженера и пойти там, в sales, типа, в общем, в маркетинг. Нужно будет отрабатывать именно по вашей специальности. Я не совсем еще знаю, насколько это стрикт, потому что, я вот сейчас только начинаю узнавать, сейчас ищу работу, не знаю, насколько они вот смотрят, но мне кажется, что не будет прям так жестко вас лимитировать и говорить, вот ты будешь только механиком, инженером и все. Вот. Какая-то вариативность, мне кажется, существует. И вот про сам процесс вкратце. После того, как отправляете все документы, идет 3 тура, технически 2. Первый тур – это 3 комплексные тестирования, вербальный, числовой, вот эти тесты, которые большинство, некоторые компании требуют при подаче на работу, они как-то называются STL, в общем, есть какое-то количество примеров, если загуглить, можете примерно понять, что за тесты, но в целом вам дают около, допустим, 20 задач на 20 минут. Надо их быстро решать. Там задачи несложные, например, числовой, там, например, процент чего-то был в прошлом году такой, потом он увеличился на столько-то. Определите там что-то. То есть они смотрят на вашу внимательность, что при коротких сроках, насколько вы внимательны, выбираете именно нужную информацию, потому что вам дают кучу информации в этом графике, например, много всего, и они с вас требуют только одну вещь. Поэтому это для этого нужно. Типа вся сложность в том, чтобы все это сделать быстро и внимательно.
Дальше вербальные тексты, как типа reading files, только опять-таки это все надо делать быстро. И у них есть еще вот это вот их персональный опросник. Там нет правильных ответов. Он больше ориентирован на то, чтобы примерно как типа понять, какой ваш персоналити. Ну, этот персоналити, например, ваши аналитические навыки или такие более стрессоустойчивость. В общем, такие навыки. Например, и как выглядят эти вопросы? Там около 100 вопросов, 100-120, и они говорят, вот 4 предложения, найдите те... Нет, выберите приложение, например, которое больше всего вас описывает, и которое меньше всего. И там первое, типа, я люблю быть организованным. Например, выбираете, да, это про меня. А последнее, это, например, я люблю брать инициативу в свои руки. Вы такие, нет, это меня, я не хочу. В общем, такие вопросы. Честно, не знаю, насколько они это оценивают, но они как-то это учитывают. Второй раунд – это интервью. Кстати, все проходит онлайн. Ну, в наш год все было онлайн. Возможно, зачастую из-за того, что была пандемия. Но мне кажется, может, сейчас тоже так же проводится. Вот интервью, там будет сидеть коллегия, несколько человек, будет задавать вам вопросы, ну, такие типа, мне, например, задавали, почему ты поступаешь сразу на магистратуру, типа, почему ты, например, не поработала. И могут спросить, почему этот университет. Еще иногда, вот, например, у меня спрашивали про рынок Казахстана, типа, насколько ты знаешь, что какой есть типа спрос у рынка Казахстана, что-то такое. Поэтому, например, в своей сфере можете почитать и сказать, например, я вижу, что есть такие-то пробелы в рынке Казахстана, и хочу этим заниматься в будущем. В общем, интервью вот, да, в основном про вашу специальность, про ваш опыт, поэтому ничего такого нестандартного там нет. И последнее, дальше идет у них республиканская комиссия, встреча. Туда, ну, это уже не касается аппликантов, просто сидим, ждем результат. Они проводят, они говорят, вот в такую-то дату мы проведем, там они выбирают стипендиатов, и потом выходит результат. Да, это вот все. Суммировать все, что было сказано, если суммировать, первое, вот, старайтесь начать вот эту подготовку пораньше, насколько вы можете, потому что, видите, параллельно придется делать несколько вещей, параллельно искать университеты, параллельно искать стипендии, писать мотивационку, сдавать IELTS, GRE. Поэтому, если можете что-то сдать заранее, что-то поискать, например, начните искать универы, желательно пораньше, чтобы вы уже имели примерно представление, куда вы хотите, какие там требования, и уже готовились. Еще момент. Некоторые стипендии будут требовать язык. Если вы, например, уже знаете заранее, например, хочу учиться во Франции, учите французский за год-два. Или немецкий, если в Германии. Потому что это увеличит ваши шансы подать на большее количество стипендий. Они будут еще, ну, это будет плюсом при подаче. Вот про Болашак, вот учитывайте, правда, этот залог, есть он у вас или нет, сможете подавать или нет, и насколько вам вот эта вот отработка, ну, то есть мешает, не мешает, нужна или нет, тоже индивидуально принимаете решение. И вот опять-таки, если будут какие-либо вопросы, можете мне писать, отвечу, ну, то есть в силу, насколько я знаю. И на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.